Единый госэкзамен по базовой математике писали сегодня в Сыктывкарской школе номер 16. Причем задачи решали не школьники, а их родители. Всего же в Коме свои силы попробовали более 350 человек из 18 муниципалитетов. Как все прошло, знает Виктория Денисова. До начала считанные минуты, экзамен, через который проходят все без исключения 11-классники, вот-вот начнется. Однако за партами сегодня сидят отнюдь не школьники, решать задания пришли взрослые. Сдача экзамена – самый что ни на есть стресс, и никак иначе, признается Ирина Пудова. На ЕГЭ она пришла впервые, да еще и без подготовки. Чего ждать и на что рассчитывать даже не представляет. Это реальный стресс. Я не знаю, как тут можно еще по-другому это назвать. А есть и напротив, уверенные в своих силах. Олеся Тропникова, к примеру, за день до экзамена прошла настоящий инструктаж от сына, 11-классника. Вместе решили пробный вариант. Набрали 75 баллов из 100. Надеются и сегодня не подкачать. Хочу на себе испытать эти ощущения, которых будут подвергнуты наши детки. Потому что это так отличается от тех экзаменов, которые сдавали мы в свое время. На входе проверка документов и осмотр металлоискателем. Тут все серьезно, как на настоящем экзамене. Никаких шпаргалок и телефонов. За списывание удаляют с экзамена. Кимы печатают прямо перед началом. Какими будут задания – загадка даже для организаторов. Сегодня пишут базовую математику. Школьникам на это дают 3 часа, родителям – час. Это, пожалуй, единственное отличие. Разницы абсолютно никакой нет. То есть задания формируются на основе тех знаний, которые ученики получают за 11 лет, да, и родители также пишут в таком же объеме тот же экзамен. Записаться можно было через управление образования, подать заявку и попасть к нам в школу на акцию. В 16-й школе Сыктывкара набралось 3 аудитории участников. Сидят по одному за партой. За всем пристально следят наблюдатели. Но и не только они. В каждом кабинете по 2 камеры. Все происходящее записывают. Все это идет в режиме реального времени. Можно приблизить для того, чтобы даже посмотреть более качественно картинку. Для чего это делается? Для того, чтобы соблюдались все законные получается, права детей на сдачу экзамена, чтобы никто нас не списывал, организаторы ничего не нарушали. В Коме родители пишут ЕГЭ 7-й раз. В прошлом году сдавали русский язык. Теперь базовая математика. Это именно те предметы, без которых школьный аттестат не получить. Нам, конечно, не важно проверить, насколько родители хорошо знают или помнят со школьной поры предмет математику. Нам важно, чтобы родители почувствовали себя в роли своих детей и поняли, что все очень просто, доступно, что все очень спокойно, что атмосфера в пункте проведения экзамена благожелательная, что все создают необходимые условия и что на самом деле нашим детям, каждому выпускнику, по силам сдать единый государственный экзамен. Родители узнают результаты не позднее 6 апреля. К слову, сейчас идет период досрочной сдачи ЕГЭ. Он продлится до 18 апреля. А уже 26 мая стартует основной этап сдачи единого государственного экзамена. Виктория Денисова, Артем Соколов, телеканал Юрган, Сыктывкар.